Озвучка интерактивных книг на родном языке, создание пула блогеров, увеличение национального контента в интернете. О развитии чувашского языка с помощью новых технологий рассказала заместитель министра цифрового развития республики Анна Иванова в эфире ТВАН Радио. На чувашском говорят более 1 миллиона человек. Язык изучают в школах и в вузах. На нем выходят периодические издания, радио и телепрограммы. Поэтому так важно его сберегать и продвигать. Первым, что мы из проектов хотели реализовать, это совместно с Чувашским книжным издательством озвучка интерактивных книг. Система QR-кодирования продолжает развиваться во всем мире. С их помощью издатели книг предоставляют читателям ссылки на интерактивный контент, например, видео, графику, музыку. Второй задачей, которую мы себе ставим, это, конечно, увеличение цикла радио и телепередач. И в этом плане поставлена задача и сотрудникам, и подвесным учреждениям. Анна Иванова предложила создать пул блогеров, которые успешно ведут свои интернет-сообщества на чувашском языке. В дальнейшем привлекать их к проводимым в республике мероприятиям, поощрять их вклад в развитие родного языка, а также тиражировать их опыт. Еще хотелось бы, конечно, в Чувашской республике развить проведение конкурсов и грантов для журналистов и блогеров. Будем думать о всеобщем проекте для того, чтобы поощрять и совмещать на единой площадке их. Также Анна Владимировна подчеркнула, что в IT-сфере следует предпринять меры по осуществлению интеграции чувашского языка в электронном информационном пространстве, а именно разработать единый стандарт раскладки чувашского языка. Анна Кудряшова, Борис Андреев, Республика.